Добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях депутат Уджор Кенеша, депутат Салянова Аида Джинишбековна от фракции Атамекен и Строкова Евгения Григорьевна от фракции СДПК. Интервью, которое мы проводим в рамках повестки дня, разнообразны. Тема от законодательных инициатив, заканчивая актуальными вопросами, которые вошли в повестку дня. И сегодня один из главных вопросов – это избрание Торага Уджор Кенеша Кыргызской Республики. И у меня есть вопросы к депутатам. Аида Джинишбековна, как вы считаете, какие приоритетные направления в деятельности Торага, который будет избран сегодня, должны быть? И какие проблемы могут быть решены в случае каких-то нововведений? Вот мы все с гордостью говорим о том, что мы строим парламентскую демократию, что мы парламентская страна, да? И вот в такие судьбоносные для страны периоды всегда очень важна роль личности. Личность может повернуть историю, да? Личность может повести так, чтобы вот тот период, который обычно страна проходит, допустим, за 10 лет, там, за 5 лет, да, благодаря какой-то вот именно исторической личности, этот период можно очень быстро пройти. И я бы, конечно, хотела очень надеяться, что тот спикер, которого изберет сегодня парламент, был именно такой личностью. Ну, во-первых, справедливости ради надо сказать, что Джейнбеков Асылбек Шарипович, он поднял на достаточно высокий уровень парламент, статус парламента, и я надеюсь, что следующий спикер, он может только дальше работать над развитием института парламента. И я думаю, что новый спикер должен большое внимание уделять контрольной функции парламента. Потому что всегда так было, когда, например, в других парламентах 60-70% законопроектов разрабатывает и вносит правительство, у нас было, что вносили депутаты. В принципе, это не очень хорошая ситуация. Депутаты в большей степени должны заниматься работой с избирателями и заниматься контрольной функцией. Законопроекты, они, конечно, тоже должны работать, но, тем не менее, это не должно быть доминирующим видом деятельности. Этим должно заниматься правительство. Поэтому я надеюсь, что вот эти приоритеты и акценты правильно увидит новый Торага, и большое внимание будет уделять контрольной функции. Это первый момент. Второй момент я хочу выделить то, что очень важна человеческая сторона будущего Торага, потому что от этого тоже очень много зависит стабильность в парламенте, последовательность решений в парламенте и вот это умение объединить, умение сформулировать из даже полярных, взаимоисключающих позиций вывести какую-то одну и конструктивную позицию, да, это тоже часто зависит от Торага. И я надеюсь, что тот Торага, который мы сегодня изберем, будет именно таким Торага. И еще хочу выделить такой момент, как большое качество для лидера – это умение убеждать людей. Умение повернуть их вот в сторону, именно на такую точку зрения, на такую позицию, от которой будет выигрывать страна. Не какая-то конкретная партия, не какая-то конкретная группа людей, да, а будет выигрывать страна. И опять-таки от Торага зависит очень многое, вот именно формулирование такой позиции. Спасибо большое. Евгения Григорьевна, если Аида Джинишбековна выделила какие-то персональные, харизматические качества человека, как вы думаете, в своей деятельности, на что он может в первую очередь опираться, если быть более конкретнее? Ну, во-первых, наверное, я соглашусь с Аидой Джинишбековной, что вот именно, как вы сказали, харизматические черты, чисто человеческие, они очень важны. И вот я поддержу и скажу, что Асылбек Шарипович, да, он имел хороший статус не только у нас в парламенте, но вот недавно я была в МПА СНГ, о нем очень высокого мнения и там. Это
это большой плюс, потому что наша страна, она не замыкается только вот внутри страны. Мы же все-таки в мировом социуме. Это тоже очень важно. И мне кажется, что Турга должен быть беспристрастным, о чем уже говорили, и быть хорошим модератором. Потому что это очень важно. Была возможность сравнивать и правильно даже разнополярные мнения должны приводиться к консенсусу. Вот. И то, что вот сейчас направление выбрано было предыдущим спикером Асылбеком Шариповичем, я думаю, есть необходимо продолжить и постепенно поднять парламент на более новый уровень, на более высокий уровень. И действительно у нас страдает именно контролирующая функция в парламенте. Мы о ней часто забываем, хотя это важно. У нас не такая плохая законодательная база, как, может быть, многие хотят это представить. Главное, нужно заставить эти законы работать. Мы видим ситуацию, что вчера парламентская фракция «Униго Прогресс» она выдвинула своего кандидата на пост Турага, это Исхака Масалиева. И как вы думаете, система альтернативных выборов Турага, она является ли обязательным элементом парламентской демократии? И прописана ли эта норма в каких-нибудь нормативных правовых актах? Ну, надо сказать, что это, во-первых, демократическая процедура, потому что даже, вот, заметите, во многих законах прописано, даже при проведении тендера, например, надо, чтобы были альтернативный выбор, да, чтобы было несколько участников, допустим, да, это же не просто так, правильно? Поэтому даже в парламентской демократии очень часто бывает, когда есть такие требования, чтобы было выдвинуто больше, чем двое кандидатов. Но конкретно в этом случае такой обязательной нормы нет, но я думаю, это право каждого депутата выдвинуть свою кандидатуру, и этим правом воспользовалась фракция УНИГУ. Думаю, что это неплохо, то, что выдвинули еще одну кандидатуру. Но, наверное, даже, может быть, убедиться уже в принятом решении каждой фракции, каждого депутата в своем правильном выборе. То, что есть возможность, когда есть возможность выбора, значит, более точно придешь к своему решению. Хорошо, спасибо вам большое. Сегодня у нас на повестке дня более 15 вопросов. Это поправки в ряд законов, а также проекты законов об обеспечении пожарной безопасности, о деятельности ломбардов и об ипотечных ценных бумагах. Кроме этого, будет рассмотрен ряд международных соглашений. Уважаемые депутаты, как вы думаете, какой из вопросов, которые стоят в повестке дня, помимо избрания Турага, является также и актуальным, и важным, по вашему мнению? Можно, да? Так как я человек образования, да, и отдала большую часть жизни именно этому направлению, я сталкиваюсь, будучи директором Центра образования, с тем, что у нас действительно проблема с пожарной безопасностью. Как бы не прискорбно это говорить, иногда нет денег ни у муниципалитета, ни у государства нет денег именно на это, но так подобная экономия, она может быть чреватой. Но это даже не экономия. Но действительно, может быть, нет денег. Ну, наверное, может быть, где-то отказаться нужно от чего-то, но обязательно серьезное внимание на это обратить, потому что вызовы уже были. Как бы, помните, вот 33-я школа, да, проблема была в этом направлении. Да и по миру мы смотрим, понимаете, всегда нужно предупредить. Для меня, например, это очень важно. Как в дошкольных школах, ну и вообще везде, и в больницах везде. Это, что касается жизни людей, это всегда должно стоять первостепенно. Спасибо большое, особенно в жизни детей, да? Тем более в средних учреждениях. Аида Джинишбековна, вы не раз поднимали вопросы, касающиеся жизни граждан, и хотелось бы отметить один из проектов соглашений международных по системе водоснабжения, да, в городе Баткен и в городе Ош.
Да, действительно, это очень важные вопросы. Сегодня в повестке стоят два таких вопроса о ратификации международных соглашений по водоснабжению и канализации в Баткене и в Нарыне. Но на эту тему много говорить не надо. Все понимают в стране, насколько важны эти вопросы, вопросы водоснабжения и канализации, особенно в отдаленных регионах, таких как Баткен и Нарын. Поэтому сегодня я бы хотела выслушать, жду, когда будут эти вопросы, выслушать докладчиков и задать свои вопросы. И недавно у нас была поездка в Лондон, и была встреча с человеком, который курирует Центральную Азию, ответственный в ЕБРР. Как раз-таки ЕБРР выделяет кредитные средства на водоснабжение и канализацию, и там тоже был поднят этот вопрос. Пользуясь случаем, конечно, хотелось бы выразить таким международным структурам, которые поддерживают нас в таких вопросах, там, где действительно не хватает бюджетных средств, за поддержку вот, на самом деле в таких ключевых для страны вопросах. Спасибо вам большое. И на этом интервью с депутатами Джиор Кенеша завершается. Мы хотели напомнить, что пресс-служба Джиор Кенеша продолжает свою работу по открытости и доступности населению информации о деятельности парламента. В том числе мы проводим трансляцию по телевидению «Пирамида». А также вы можете с электронной базой ознакомиться с законопроектом, законодательными инициативами, о контрольной функции депутатов на сайте www.kenesh.kg. Послушать также в режиме онлайн заседания комитетов, фракций, а также заседания Джиор Кенеша на радио Парламент ФМ на частотах 90,2 FM.